Вы отмечали, что вы меняли 4 школы. И как раз М. мы подошли к теме вашего детства. Почему 4 школы? Как так получилось, что вы прям школы меняли? И как ваше детство проходило? Ну, наверное, все просто. Финансовые обстоятельства моих родителей. А, Папа был, а, тренером, и не очень большая заработная плата. Это как раз Советский Союз, потом развал Советского Союза, тяжелое такое экономическое время. И, естественно, у моих родителей там 4 детей, и мы были вынуждены переезжать, с одного жилья, на другое место, в другое место. И вот так вот как-то так складывались обстоятельства. Больше это финансовые обстоятельства моей семьи, моих родителей. Отец потом начал в 96-е, 7-е года, он начал, 96-е, наверное, начал заниматься предпринимательством, 95-е, 94, 95, в 96 уже полноценно заниматься предпринимательством. И до этого времени, получается, вот у нас частые переезды были. И что я помню из своего детства? Ну, у меня было, наверное, такое тоже суровое достаточно детство. Как старший ребенок в семье, так как родители до того, как основали крупный бизнес, да, я помню, у нас в пригородном был киоск торговый сначала такое небольшое помещение, потом родители взяли в аренду магазин, потом они выкупили этот магазин. И все свое детство я работала летом. Конечно, сейчас, наверное, моих родителей привлекли бы или как минимум отругали бы за детский труд. Мгм. Но тогда, я думаю, наше поколение старшее, вот как раз-таки мы все были вот примерно в таком положении. А, И когда я была там в подростковом периоде, конечно, я помню, приходила, я возмущалась, там, там, почему все летом отдыхают, ездят в пионерлагеря, я должна здесь работать. И меня воспитывали, у меня очень, конечно же, строгий, но очень справедливый папа. И как старший ребенок, конечно же, я воспитывалась в духе то, что гиперответственности, и то, что должна была помогать родителям. Я практически с маленьких лет, вот как стали появляться младшие члены семьи, я помню, что я лет, я не знаю, 6 уже папа и мама, позже, когда отец пришел в крупный бизнес, мама уже стала полноценной домохозяйкой, тогда они оба работали. Папа там на 3 работах, по ночам вагоны выгружает, днем успевает быть студентом, это со слов мамы, как она рассказывала, и подрабатывает. Тогда, я думаю, многие так жили. Мама тоже занималась, вот тоже активно работала, зарабатывали как могли. Я помню, вот что мы ходили в душ, тогда это был текстильторг, мама работала на складе, что мы ходили, у нас переехали в квартиру, ну я совсем маленькая тогда была, что мы ходили в этот душ, мама брала маленьких, младших, потом, к счастью моему, не было предела, когда была у нас появилась первая малютка. Кто помнит, тот помнит. Маленькая там на 3 или 5 литров. Это стиралка? Да. Потом там Киргизия, тогда это все вручную. Потом мы стали подрастать, и вот нас отец пытался, не прокормить детей, на зарплату тренера было. Не прокормить. И тогда развалился Советский Союз, и тогда было очень дико и сложно, а у него подрастали, и у него также были ученики, и все время у нас дома были его ребята-спортсмены. Но тогда-то я была совсем маленькая, я не понимаю. Каждое лето раньше мы ездили с ними на сборы. Тренером в школе, либо в Нет, зале? Республиканский центр детской и юношеской школы Олимпийского резерва, Растишор был. Он был тренером по дзюдо. Он был основателем и первым президентом Ассоциации дзюдо Кыргызстана. И вот в первую очередь он был педагог. Он настолько любил детей,
вот этих всех подростков, которых он ездил в регионы, отбирал, привозил домой. Нам самим-то сложно было жить тогда. Я помню, все время были очень много молодых юных спортсменов с регионов, и они у нас жили. И, конечно, они мне все... Я росла, наверное, это тоже на меня повлияло по поводу формирования моего характера, потому что я выросла с ними. А он воспитывал бесстрашие, честность. И у нас дома мы собирались за столом, там показывали дневники, и самое главное правило, которое, вот то, что прививал отец, он говорит, можно ошибаться, можно все что угодно, не прощалась ложь и обман. Мы должны быть честными с друг другом. И вот он всегда, мы собираемся за ужином, днем они, родители, работают, там соберемся за ужином, вот он в садик, говорю, как день прошел? И мы вот разговаривали, как день прошел, что, как. И вот ты должна рассказать. И, наверное, вот так нас и приучили к тому, чтобы мы друг другу не лгали и не обманывали. Это то, что с моего детства сформировано было. Даже какие-то уже подросткам на какие-то мероприятия я не могла себе позволить там сбежать тайком от родителей, потому что у меня был суровый папа, который приходил, тихо приезжал на учебу, он так контролировал, садился за заднюю парту. Я помню, несколько раз так я там у доски что-то рассказываю, выступаю и поворачиваюсь, и сзади сидит мой папа. Это, конечно, для любого подростка это такой неприятный сюрприз, да? Но был момент, когда я пыталась, конечно, сбежать с уроков, но именно в этот момент мой папа приходил и навещал, да? Это такой строгий отцовский контроль был.